В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Рабочая поездка в Москву. Рамзан Кадыров провел ряд встреч с федеральными чиновниками. Расскажем об итогах и планах. Сезон открыт. Каждый год здесь выступают самые сильные скакуны, а также их опытные жокеи. В регионе прошли скачки с участием чистокровных скакунов. Сколько заездов состоялось? Встреча с замечательными людьми. В детском саду «Ласточка» состоялась беседа поэтессы Айзы Ризвановны с воспитанниками. Что интересно о мире взрослых самым маленьким? В ходе рабочей поездки в Москву Рамзан Кадыров встретился с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Стороны обсудили меры по повышению надежности электросетевого комплекса республики. В свою очередь, руководитель субъекта рассказал вице-премьеру о планах реализации инвестиционного проекта по модернизации цементного завода «Чеченцемент». Вместе с тем был поднят вопрос электроэнергетического обеспечения ряда строящихся проектов туристической инфраструктуры. В заключении Рамзан Кадыров поблагодарил Александра Новака за внимание и поддержку в решении актуальных вопросов в различных секторах экономики. Я вижу, что республика развивается, на самом деле, и анализ показывает, что вы недавно докладывали президенту. Могу вам передать, здесь правительство Российской Федерации делает цифр по каждому субъекту Российской Федерации. У вас хорошие показатели, посмотрите. Глава региона также встретился и с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Политики обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием республики, повышением качества жизни людей, а также меры поддержки участников СВО и их семей. Вячеслав Викторович поблагодарил руководителя субъекта за большой вклад в защиту Родины и борьбу с неонацистами. Верховая езда в республике всегда была популярна, ведь любовь и увлеченность чистокровными грациозными скакунами в крови у чеченцев, как считают наездники, по накалу эмоций со скачками не может сравниться ни один вид спорта. В столичном ипподроме имени Сайд Хусейна Закаева состоялись 6 заездов. Поболел вместе со зрителями и мой коллега Турпал Тайсумов. Стук копыт по кольцевому грунтовому кругу снова радует столичный ипподром имени Сайд Хусейна Закаева. Открытие скакового сезона включает сразу 6 скачек для лошадей чистокровных пород. Среди них скакуны конно-спортивного клуба «Ахмат». Вступительный приз. Очень сильный соперник приехал с Пятигорского ипподрома, Жень Троп, который выиграл Анилина, на дерби вторым был, здесь тоже выиграл. Очень сильный жеребец был на самом деле. И для меня было очень приятно, очень большая радость. Наши лошади смогли с ним побороться и занять первое-второе место. Дистанции начинались от 1000 метров и больше. Солнечная погода сочеталась с жаркими гонками, где каждый участок решал все. Каждый год здесь выступают самые сильные скакуны, а также их опытные жокеи. При этом зрительский интерес подпитывается тем, что любой заезд держит в напряжении до пересечения финишной черты. В 3 заездах победу одержал жокей конно-спортивного клуба «Ахмат» Хамзат Улубаев. На дистанции 2000 метров для лошадей старше 4 лет он победил со скакуном по кличке Хоумленд Барс. 1800 метров на приз открытия нового сезона дались ему с лошадью по кличке Батистута. А заезд на 1600 метров на майский приз покорился со скакуном Дотхал. Конечно, ожидаемые результаты. Всю зиму готовились. Это начало, это мотивация. Наши лошади показали. И наш общий труд показал, что мы на правильном пути, до октября месяца сезон будет длиться. И надеемся вот так вот хорошие результаты показывать. Призовой фонд всех 6 заездов составил 720 тысяч рублей. Призы разыгрывались также в честь участников специальной военной операции и в честь Дня работников скорой помощи. Это только начало масштабного сезона. Впереди наездников будут ждать еще более интересные турниры. Те, кому не повезло победить сегодня, смогут лучше подготовиться и снова выйти на старт. Турпал Тайсумов, Хусейн Бурдаханов и Харон Абдуллаев. Вести. Чеченская Республика. Заместитель председателя правительства Адам Алханов провел заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, приуроченной к празднику 1 мая.
На мероприятии, прошедшем в Министерстве труда, занятости и социального развития, затронули вопросы, касающиеся развития социального партнерства и другие темы актуальной повестки, среди которых реализация отраслевого соглашения между Министерством здравоохранения субъекта и Чеченской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения России. Ежегодно у нас в республике реализуются десятки проектов, и у нас очень сильно развивается бизнес, средний и малый бизнес. И по моим данным, в этой сфере у нас занято около 150 тысяч человек. Да, через прессовую авиацию, поэтому я считаю необходимым активизировать работу в этой стороне, согласие явно, совместно благодетельствовать. Всегда буду делать, что в этом, такая помощь уже в этой сфере. Усиленно бешпровать, Поэтесса, композитор и песенник Айза Ризвановна провела беседу с воспитанниками детского сада «Ласточка» в рамках акции «Встреча с замечательными людьми». Проводятся они по инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой. Луиза Яхьяева с подробностями. Для своей гости воспитанники детского сада «Ласточка» приготовили целую концертную программу. Они не только пели и танцевали лезгинку, но и рассказывали стихи на родном языке. Айза Ризванова – поэтесса, композитор и песенник. Она пишет для детской и возрастной категории, а главное, делает это на чеченском языке. Гостья высоко оценила подготовку детей и само мероприятие. Беседы детей с приглашенными гостями – обязательная часть каждого такого мероприятия. На этот раз Айза Арбиевна рассказывает детям сказку о трудолюбивой девочке Хадижат, которая ухаживала за садом и животными. Встречи детей с деятелями искусства проводятся по инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой. Их цель – познакомить малышей с теми, кто сегодня формирует культуру в регионе, а также мотивация ребят. Руководитель департамента дошкольного образования мэрии города Грозного выражает благодарность Ризвановой Айзе Арбиевне, члену Союза писателей Российской Федерации, композитору, песеннику, поэту-прозаику, за неоценимый творческий вклад в чеченскую культуру и искусство и за активную общественную деятельность по сохранению культурного наследия. Эти малыши знают, почему важно знать язык своего народа и как его можно сохранить. Глава региона Рамзан Кадыров объявил 2023 годом чеченского языка. Многие ведомства ведут деятельность по организации мероприятий, посвященных этой теме, однако особенно активно работают с самыми маленькими. Писатели, поэты, представители духовенства, художники и актеры продолжат посещать детские сады города. А затем, чтобы эта работа была результативной, следит начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова. Луиза Яхьяева, Ризван Насипов, Харон Абдулаев. Вести. Чеченская Республика. Итоги конкурсного диктанта среди сотрудников СМИ на чеченском языке подвели в Республиканском доме печати. Победителям вручили дипломы, денежные премии и символичные подарки. Первое место занял редактор отдела политики и экономики газеты «Даймох» Ислам Хасаханов. Второе – редактор издательского дома Залина Атамаева. Третье получила литературный сотрудник издательского дома Асят Умарова. Благодарственным письмом за многолетний труд преподавателя в сферах образования журналистики была отмечена Равзан Юнусова. Как отмечают сами организаторы, подобные конкурсы помогают повысить уровень профессиональной компетенции специалистов и улучшают орфографическую подготовку. تنوها بوغدات دلع تسار لها اشتريت حلقة دلا أي حياز ديكتانتا اشتغالش كزك دولشة
يوزن خيتو يشل يوم القول إذا قيل حرك خيتير غولي يريزن على خيتشا أو يحكم خيت كون دالشا نوخش ماتنين ماتبو تاق قطر دكتشو تأردو شوق ديخشو ترلو دوش نوخش مات بيش داي موق بيش ناني يش ناخدو تاق نين ماتها ديكتان تياز نين ماتا ديكتان تياز يريحا إحساسوه تمتك يحكش يحكم دوزلدوق. О правилах дорожного движения и почему их важно соблюдать, а также о том, как вести себя при ДТП, рассказали воспитанникам Грозненского Суворовского училища имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова сотрудники дорожно-транспортной инспекции. С работой МВД их ознакомили по причине того, что многие курсанты в будущем сами выберут профессию дорожного инспектора. Им рассказали о том, как важны моральные качества для сотрудника госавтоинспекции и о сложностях профессии. В конце ребятам дали советы, связанные с выбором учебного заведения, и ответили на их вопросы. 75-летие писателя Мусы Селмуханова отметили в Наурской школе. Присутствовали коллеги, друзья и родственники. Мероприятие приурочили ко Дню чеченского языка. Ученики выступили со стихами, песнями и сценками на родном языке. Медина Мударова продолжит. Поэзию Муса Селмуханов полюбил еще в школьные годы. Вдохновившись произведениями Михаила Юрьевича Лермонтова, он написал стих, который сразу же оценили слушатели. Это и стало первым шагом на пути к успеху. Как рассказывает народный писатель республики, одно из своих творений он оценил не сразу, в отличие от главы Чеченской республики. Больше алим или дик байтхичин, это книга роверса или дерзин дошел, сажим буклет дерзаряпин. Он уходил, он резавдин коренчик, дук и книга осумела, я резавдин знавается. Он ишь уходил, он дуненчик, зарисхаларн. Ариал иза вы мягкдена тайна лира, так из это ойлирсен. То локшена ойлира, эти язиншена баш ойлацают. Отметить 75-летие писателя в Микенской школе прибыли коллеги, друзья и родственники Мусы. Мероприятие приурочили и ко Дню чеченского языка. Ученики выступили со стихами, песнями и сценками на родном языке. Собравшиеся вспоминали прошедшие годы работы и дружбы с писателем. Всем хотелось выразить добрые слова в адрес виновника торжества. Причем не банальные, а интересные рассказы о жизни. Каждый отметил, какую лепту внес Муса Селмуханов в развитие чеченского языка. Выступил и первый заместитель главы администрации Наурского района Висита Умалатов. Он призвал подрастающее поколение больше читать на родном языке, ведь многие чеченские слова уходят в забвение. В ходе встречи также наградили победителей различных муниципальных конкурсов. От имени главы Наурского района Мусе Селмуханову вручили грамоту. В Наурской школе чеченскому языку уделяется пристальное внимание. Директор школы постаралась, чтобы дети как можно глубже погружались в свою культуру на примере творчества именинника. В музее школы также представлены предметы народного быта, военные реликвии и многое другое. Здесь гости могут не только посмотреть, но и перенестись в древнюю эпоху родного края и ощутить силу того времени. В рамках популяризации чеченского языка ведется огромная работа. Этот год обещает быть богатым на мероприятия. Во все времена национальная культура и духовность были связаны с родным языком. Актуальным это остается и сегодня. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Сейдамин Даудмирзаев, Вести, Чеченская республика.
400 спортсменов с 40 регионов страны принимают участие в чемпионате России по борьбе на поясах. Подобные соревнования в Чеченской Республике проводятся впервые, но уже вызывают интерес у зрителей. В 8 весовых категориях участвуют и чеченские борцы, которые достойно представляют субъект. Финальные поединки состоятся 30 апреля, однако на данный момент уже 4 наших спортсменов завоевали призовые места. Высокий уровень чемпионата был отмечен гостями турнира. Генеральный секретарь Международной федерации борьбы на поясах Хабир Хабибулин поблагодарил Рамзана Кадырова за спортивный праздник и передал благодарственное письмо от Международной федерации данного вида спорта. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.